Приветик, ребятушки! Здорово, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Вещаем по-прежнему из дома. Я надеюсь, что очень скоро мы вернемся в нашу студию. Так я по ней соскучилась. А пока в курсе событий на домашнем Аня Шакова И Никита Гуров. Погнали навстречу к новостям. Сегодня в выпуске. Чем удивит нас новоиспеченный повар Руслан? Какие инстаграмные фишки в тренде? Что актуально читать этим летом? И чем же лучше заняться, если уже соскучился по школе? Все это и намного больше в горе новостей, так что смотри и не переключайся. На календаре 17 июня. Сегодня день гастрономии, проще говоря, день национальных кухонь. Ведь еда — это не просто топливо для организма, это еще и часть культуры. Абсолютно верно, поэтому сегодня у нас будет кулинарный сюжет. Но чуть позже, сначала новости. В Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы продолжает работу научный образовательный центр современных математических исследований. Если вы помните, то этот центр начал свою работу еще в январе, но из-за пандемии коронавируса перешел в онлайн-формат. В мае научно-образовательный центр современных математических исследований начал проводить еженедельные занятия для обучающихся в 7 и 8 классах. Дистанционные уроки регулярно посещали ученики из разных школ республики, и набиралось там более 100 человек. Это, мне кажется, очень мощно, а главное полезно, ведь не за горами и ЕГЭ. А у кого-то идет просто готовка. Смотрим обещанный кулинарный сюжет от нашего новоиспеченного повара Руслана. Если вы опаздываете на математику, а мама забыла приготовить вам ваш законный завтрак, то у меня есть для вас решение. Для приготовления этого гениальнейшего блюда нам надо хлебушек вот такой вот белый обязательно, потом колбаска докторская и сырочек. Сырочек вот такой вот. Вот, все увидите, да? Первым делом нам надо взять вот эту вот колбасу, и мы ее вот... мы, короче, делаем, чтобы она была тепло, чтобы она не прям жарилась. Потому что мы потом ее уберем, как только она станет теплой, и положим уже туда греться наш хлебушек. Вот. Ваша цель это не обжарить сосиски, колбасу. Ваша цель это сделать, чтобы они были тепленькими, потому что обжаривать сейчас не надо. Теперь, как только мы убрали колбасу, вот мы ее убрали, мы должны взять хлеб, и мы его обмакиваем вот тут вот в нашем яичном растворе. Вот. И в чем цель? Чтобы хлебушек был вкусный. И вот там, где лежали наши сосиски, теперь мы ложим туда наш хлеб. Вот сюда, по ходу всего действия, мы складываем весь наш хлеб, который мы делаем, и обмакиваем его в яйце. Мы сейчас переворачиваем хлеб и сразу ложим сюда нашу подогретую колбасу и сыпем сыр. И вот после этого мы закрываем все нашей крышкой. Мы как бы закрываем это крышкой на время. Потом, как только сыр расплавится, мы снимаем это с огня и уже можно кушать. Всего за 5 минут мы получаем идеальный завтрак, да? Обед. В общем, всем приятного аппетита. Я думаю, что этот рецепт вам точно поможет, потому что он вкусный, сытный и, самое главное, быстрый. И с помощью него вы сэкономите 100% очень много времени. Вот как бы поэтому можете меня не благодарить. Руслан Николаев специально для горы новостей. Руслан, спасибо! Вместе осваиваем высокую кухню. Ну а мы с вами продолжим осваивать новости. Центральную площадь села Ширан модернизируют и благоустроят прилежащий к нему парк, потому что это будет одна из площадок для проведения фольклориады. Как мы знаем, фольклориада перенеслась на следующий год. Да, но там уже сделали мемориальный комплекс и установили стелы героям Советского Союза, которые родились в этом районе. Этот год юбилейный с точки зрения истории. На улице масочный режим, фотографий нет, и я ломала голову, что же делать. В итоге собрала топ-3 креативных идей для фотографий в домашних условиях.
Мне кажется, что рабочий, к тому же не на фотоаппарат, а на телефон. Хочу скорее с вами поделиться, поэтому поехали. Самая простая идея требует для выполнения всего 2 предмета. Стеклянный прозрачный стакан, который может быть абсолютно любой формы, и воду. Кладем голову за стакан и пытаемся создать свой собственный сюрреалистический автопортрет. Можно его, конечно, и по назначению использовать и выпить оттуда воду, зато потом пофоткаться с дном стакана, это тоже выглядит довольно классно. А вообще я надеюсь, что вы найдете свое применение к этому, казалось бы, бытовому и простому предмету. Для фотографии номер 2 вам понадобится любая книга плюс подставка под нее. На самом деле можно и без вот этой огромной конструкции, просто мне было так удобно. Тут фишка в движении. Вы перелистываете страницы, а телефон это все фиксирует. Здесь удобнее и лучше использовать функцию «Серия фотографий» или «Лайв-фото». Тогда вероятность поймать удачный кадр намного выше. Третий вариант очень веселый, вам понравится. Заходим в Инстаграм, как будто собираемся снимать истории. Ищем снизу коллаж и фоткаем половинки своего тела в смешных позах. Склеиваем их, и получается забавный прыжок или что-то еще. Зависит только от вас. Ну все, побежала выкладывать фотки в Инстаграм. Карина Однобаева специально для Горы новостей. А вы тоже можете стать известными и крутыми. До конца июня в Уфе проходит фотоконкурс «Я в области Пушкина». И понятно, что цель этого конкурса — сделать Пушкина еще более популярным в нашей стране. Хотя я не знаю, куда больше. Но вообще идея конкурса прикольная, можно даже немного подурачиться. Получается, можно нарядиться великим поэтом и писателем? Да, во-первых, принять участие может абсолютно любой гражданин нашей страны. А во-вторых, принимаются художественные фотографии любого жанра, так что можно поюморить. Очень прикольно. Я буду тоже на днях поучаствовал в очень серьезном конкурсе. Каникулы, отдых и никакой школы. Но тут я нашел интересную акцию «Добровольный диктант». Можно, ничего не боясь, проверить свои знания и не получить трояк. Ко дню русского языка я решил принять участие в образовательной акции «Республиканский диктант по русскому языку». Проходит она в онлайн-формате на платформе Zoom. На все дается 30 минут. Начинаем. Заглавие мы уже записали. Жизнь сталкивала Пушкина с разными людьми. С поэтами и писателями, с умными и прославленными воинами, офицерами и выдающимися мыслителями, с актерами, художниками и музыкантами. Эту акцию совместно придумали Министерство культуры нашей республики и Дом дружбы народов. Решили, что она может привлечь внимание многих к такой важной теме, как грамотность. Во время господствования гаджетов со всемогущим Т9 кажется, что знания по орфографии, пунктуации уже не столь важны. Но это не так. Кто бы что ни говорил, но написание диктанта онлайн — это очень непривычная вещь. Ведь гораздо проще писать, когда ты сидишь в школе со своим учителем и своими друзьями-одноклассниками. Ведь у тебя появится какой-нибудь вопрос, и учитель может подсказать, да и твои друзья тоже могут подсказать. Написанный диктант скидывайте на почту. Нужно сфотографировать, либо же отсканировать лист с вашим рукописным текстом. Позже будут присланы результаты. Кстати, вне зависимости от полученной оценки, каждый участник получит сертификат, а он не будет лишним в вашем портфолио. Ну все, диктант написан, а осталось его отправить только по электронной почте. И, кстати, написание работ подобным планом ничуть не легче, чем в школе. Ведь ни у кого не спросишь и ни у кого не спишешь. Да и все равно будет честная проверка знания, которая, к счастью, ни на что не повлияет. Никита Гуров специально для Горы новостей. Никита, вот ты молодец. Решил проверить свои знания, не боясь получить двойку. Теперь жду результаты. Вдруг реально плохо написал. Нужно верить в лучшее, так всегда говорят оптимисты. Да ты в какой книжке вычислила?
Это я и так знала, но вообще, в принципе, я много книг читаю. Ну, а если вы хотите быть таким же начитанным, но не знаете, за что браться, с чего начинать, то следующий сюжет вам в помощь. Россия на второй строчке среди самых читающих стран. Мы сдаем свои позиции. Но чтобы не вылететь из стройки лидеров в ближайшем будущем, предлагаю вам взяться за книги. А за какую, узнаем через 1 секунду. Для того, чтобы выбрать самые топовые книги среди подростков, я обратилась ко всевозможным рейтингам, которые доступны в интернете. Я обнаружила вот что. Часто в рекомендациях появляется книга под названием «Остров сокровищ». Написал ее Стивенсон Роберт Льюис. Сюжет повествует о приключениях, связанных с поиском сокровищ. Их спрятал капитан Флинтом на необитаемом острове. Так это же карта капитана Флинта! Теперь мы знаем, где Флинт спрятал свои сокровища. Следующая книга «Приключения Тома Сойера». Эта книга должна быть известна каждому подростку во всем мире. Мальчик по имени Том превращает работу в игру, решает многие вопросы с помощью хитрости и зачастую выходит сухим из воды. А еще озорной мальчишка распутывает страшное преступление и находит самый настоящий клад. Тогда я дам тебе все яблоко, все, что осталось. Ну давай. Ну и самая популярная книга, по которой снято множество фильмов и сериалов, это «Приключения Шерлока Холмса». Книга состоит из 12 детективных рассказов. Это произведение – самая настоящая зарядка для мозгов. Сюжетные повороты должны заставить вас удивляться практически на каждой странице. Не так важно, сколько вы читаете, 30 минут в день или более 2 часов. Главное это делать каждый день. Преимущество чтения доказаны всевозможными исследованиями. Повышение уровня образованности, уменьшение стресса и умение поддержать разговор. Берите в руку книгу каждый день и читайте маленькими порциями. Это полезная привычка. Аделия Батульна, специально для горы новостей. Аделя, спасибо, очень классные произведения посоветовала. Я все их читала, так что ставлю лайк. Надеюсь, наша передача в целом лайк, ведь мы выбрали самые нескучные новости. На этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Никита Гуров И Аня Шушакова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. А также соблюдай перчаточно-масочный режим. Пока-пока.